Привет, меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу префектуру Токушима. Прежде чем начать, короткий урок географии. Япония состоит из огромного количества островов. Это вы знаете, уже хорошо. Основными считаются 4. Хоккайдо, Хонсю, Шикоку и Кюшю. Мы сейчас на самом маленьком из них, Шикоку, который переводится как 4 государства. Потому что этот остров разделен на 4 префектуры. Сегодня мы будем кататься с вами по префектуре Токушима. И начнем с этого места, с небольшого города Наруто. Да, именно Наруто. Кто увлекается аниме, сразу, наверное, у них уши зашевелились. Наруто известно вот тем, в первую очередь. Нет, не мостом, хотя мост тоже красавец, а тем, что под мостом. А мы уже и под мостом. Но над водой. А нас вода как раз и интересует. А именно водовороты. Пролив Наруто соединяет внутреннее Японское море и Тихий океан. Приливные и отливные течения создают разницу в уровне воды до 1,5 метра и образуют водовороты. Вблизи их можно увидеть с прогулочного катера или туристического корабля, но когда мы прибыли на причал, нам пришлось бы ждать еще час, а времени совсем не было, поэтому пришлось пройтись по мосту, откуда виды поскромнее. Кстати, в этот день с нами был Валера из Латвии. Он на несколько секунд засветился в ролике об озере Бива. Я считаю это видео самым красивым, а вы его не смотрели. Нужно исправляться. Тут дадим Валерии на несколько секунд славы больше. В пик водовороты достигают до 20 метров в диаметре. В интернете можно найти примерное расписание активности водоворотов. Мы приехали намного раньше. Ну, хоть что-то увидели. Наруто хоть маленький город, но здесь помимо этих самых водоворотов есть еще несколько интересных мест. Например, вот этот вот дом. Немецкий. Так и называется. German House. Это не просто дом, а музей о жизни немецких военнопленных во время Первой мировой войны. Хоть здание и выглядит как поместье какого-нибудь 19 века, на самом деле дом был построен в 1972 году. Горы — это, конечно, хорошо, но большой недостаток, что здесь очень сложно найти рестораны, какие-то кафешки и так далее, особенно вечером. Тут в Японии все закрывается в часов 5, в деревнях горных ничего нет. Вот нашли какой-то, очень даже хорошее кафе, ресторан на фоне, эй, оператор маленький, на фоне офигенных гор. Вот. Все в куртках, на самом деле не холодно. Я очень хотел найти Токусима рамен, местный деликатес. Нигде не нашли, вот заказал себе никудон. Кто разбирается, тот поймет. В общем, отдыхаем. Мы снова в горах. Хочу вам показать разницу японского менталитета и европейского. Например, памятник писающему мальчику.
Брюсселе. Вот сразу видно, прогнивающая Европа стоит посередине города и поливает прохожих туристов. И все стоят, довольно фотографируют. Другое дело, вот, японский пацан, вот посмотрите. Забрался на гору, чтобы никого не смущать, самому не краснеть. И тихо брызгает, чтобы никто не видел, и наблюдает за красотами местной природы. Как говорилось в одном фильме, сышь и благодать вселенскую чувствуешь. наконец-то мы доехали. Ущелье Обоке. Довольно известное здесь место. Во-первых, виды здесь шикарные, сейчас вы в этом убедитесь. Во-вторых, очень хорошо развит рафтинг здесь. На лодках, значит, катаются люди. Но из нас экстремалы так себе, поэтому мы выбрали более безопасный спорт. Ай. Ларисенька большая. Недалеко от писающего мальчика есть пешеходный мост. Забыл название, извините, оно просто очень длинное, будет здесь. Вот так он выглядит. Давайте по нем пройдемся. Виноградный мост. Самый большой пешеходный мост в долине Ия. 45 метров в длину на высоте 14 метров. Но сплетен он вовсе не из виноградной лозы, а из лиан дикого киви. Все идут так медленно, потому что мост раскачивается, да и расстояние между досками не маленькое. Если взрослому просто неудобно, то ребенок и провалиться может. Является национальным культурным достоянием и обновляется каждые 3 года. Проход по мосту платный. Если присмотреться, то среди лиан все-таки можно разглядеть металлические канаты. Недалеко от него есть еще 2 похожих моста,
но они не такие большие и опасные. Папочка, Оечка. Фух. В общем, высота 1750 метров. Поднимался 3 часа. Все ради видео, чтобы вам было интересно. Ладно, 15 минут поднимались на подъемнике. В общем, вы поняли, какие мы спортсмены, да? Не прошло и минуты. Анька не выдержала, очень холодно, говорит. Они спускаются обратно, а мы с Валерой поднимемся еще чуть-чуть повыше. Все, Анька, пока-пока. Идите греться. Короче, небольшой привал, снег усилился. В принципе, все равно долезем, мы до вершины не долезем. Облачно ничего не видно, но до себя как-то хочется уже, знаете, покорить вершину, мол, типа я смог 200 метров пройтись. В общем, знаете, лучше, конечно, всего сюда залазить, сбираться летом. Погода хорошая, зелень, все яркое, красивое. Сейчас уже все, видите, голые ветки, не очень красиво, голые деревья. Но, ребята, я на час очутился дома. Я уже забыл, что такое зима, когда челюсть замерзает и руки не могут попасть на клавиши телефона. Вот. Но больше часа как бы не стоит. Я сейчас пойду. Попробуем все-таки залезть. Но подъем уже удался. Все, погнали. Добрый вечер! Что, испугались? Называется деревня Какаши. И тут реально можно обкакаться, особенно ночью, если не знаешь, где едешь. Какаши переводится как кукла, точнее пугало. И здесь таких вот пугал, только не такое пугало, как у нас в поле, а вот такие вот куклы практически во весь человеческий рост. Их тут очень много, реально целая деревня. Внутри здания, какие-то на автобусных остановках, на мосту, везде. В общем, так себе развлекуха. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если нет, напишите, что именно. Бейте в колокол. Ну а пока. Ладно, погнали, реально стрёмно.